Выдержит ли судебная система США точка отчета для всего мира? криминальный захват власти? Демократы очень сильно облажались, совершенно принимаю критику по поводу внешней политики Америки. Добрый день. Мы начинаем наш подкаст СМД подкаст. И сегодня у нас в гостях Эрика Марат, профессор Университета национальной обороны Вашингтон. Эрика, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам заглянули. Мы очень рады, что у нас сегодня такая интересная собеседница. И помимо того, что интересная биография, помимо того, что наша землячка, и вы только приехали из Штатов, и вы приехали из Вашингтона, Мгм. а мы все в таком еще шоку от Мгм. всех событий, которые происходят здесь. Мгм. И очень это внезапно, очень это сейчас сложно осмыслять. Мгм. Вот. И если вы позволите, я позадаю на эти темы вопросы, поскольку вы и политолог, и сейчас ровно оттуда. Да. Мгм. Вот Трамп, да? Трамп, его команда, что это за фрукт, да? И как он меняет Америку и как он меняет мир. Спасибо большое, что вы меня сюда пригласили. Я с удовольствием поговорю, потому что мы находимся там в гуще событий, и последние 2 недели были невероятно динамичными. Наступает какая-то дистопия в Америке. Мало кто ожидал, что изменения могут произойти так быстро. Значит, что происходит? Есть различного рода терминология, чтобы емко описать происходящее. Кто-то говорит, это конституционный кризис, кто-то называет это государственный переворот. Моя личная преференция называть это криминальный захват власти, потому что мы видим, как Илон Маск, да, самый богатый человек в мире, миллиардер, он и его команда буквально физически, не преувеличиваю, насильственным путем врываются в различные структуры, агентства правительства США, федерального правительства, и физически захватывают контроль над IT, компьютерами, секретными данными всего населения, над кассой всего правительства США. Что будет такого масштаба нарушения закона и будет настолько хамский захват инфраструктуры и бюрократии правительства США, никто, я думаю, не ожидал, кроме, может быть, узкого круга вокруг Трампа. И на самом деле это очень страшная ситуация, потому что для нас неизвестно, чем это обернется. Настолько много нарушено законов, что сейчас стоит вопрос о том, выдержит ли судебная система США эти такие полномасштабные нарушения. И, естественно, что касательно всего мира, то самый сейчас прямой эффект — это закрытие ЮСАИДа. В Кыргызстане, естественно, тоже. Офис ЮСАИДа сейчас закрывается по последним данным. Но в других странах, например, в странах Африки, может, в странах Азии, где существуют, не знаю, климатические изменения или малярия, СПИД, там это ударит по населению гораздо больше, и эффект будет виден сразу же по сравнению с тем, что сейчас происходит в США. Другой эффект — это еще то, что Трамп сейчас раскидывается риторикой о захвате того, сего, там, Гренландия, Панамский канал, Канада. Последнее его заявление было сектор Газа. Это тоже очень сильно настораживает. Складывается Мгм. впечатление, что это не спонтанность, а такой долгосрочный план и стратегия. И такое впечатление, что это, как вы говорите, захват не одной Америки. Это вот как бы только точка отчета для всего мира. То есть мы Мгм. знаем, ну, поскольку, как мы знаем, Маска — Мгм. это человек довольно с большим воображением, авантюрный, с ресурсами.
и его не останавливает какие-то ограничения в его воображении. Он действительно, в отличие от многих там институтов, каких-то пространств, он очень много создал, да, и где заканчивается его воображение. И, видимо, вот сейчас у него самый большой плацдарм для экспериментов, да. Плюс такой, по сути, такой же Трамп, да. Так, ну, здесь очень много запаковано в вашем вопросе. Да, действительно авантюрный, миллиардер. И, тут спорный вопрос, что он создал, а что он, правильно купил и правильно вложился, и потом дальше, развил. То есть "Твиттер" он не создал, "Теслу" он не создал, Мгм. спутники он не создал, он просто, правильно предпринимательски, вложился и развил это нужно дать должное, конечно. Но то, что человек с открытой, фашистской риторикой сейчас, врывается в правительство США и меняет институты, а также поддерживает ультраправые силы в Европе открыто, это очень сильно пугает. Потому что, до сих пор, вот до прихода второго Трампа, в политологических кругах мы часто обсуждали Россию, Китай, которые предоставляют всему миру, да, разным странам в мире такие некоторые авторитарные схемы того, как более эффективно управлять. Там, скажем, Китай предлагает схему а, фантастического экономического роста без политических свобод. Россия предлагает схему там, традициональных ценностей, милитаризма, там еще чего-то, и схемы, которые привлекательны разным авторитарным режимам по всему миру. Но другое дело, что в России, в Венгрии, в Индии, где мы видим рост авторитаризма, там все это происходило постепенно, то есть тонкими слоями отрезались гражданские свободы. Что мы видим в Америке, это еще новая схема, где гражданские свободы, и я не побоюсь сказать, что в Америке при при всех недостатках, я совершенно принимаю критику по поводу внешней политики Америки, при всех ее недостатках, до сих пор существовала свобода слова. И, Трамп сейчас предлагает новую схему, когда не только свобода слова, но и остальные гражданские свободы сильно обрезаются, потому что, действия Маска под эгидой Трампа, ну, тут еще тоже интересно, кто под чьей эгидой, да? Ну ладно, вот действия Маска, они, происходят вне, систем сдержек противовесов, вне каких-то, легальных рамках. И опять-таки стоит тот очень серьезный вопрос: будет ли будет ли правомерный процесс по этим действиям? Вот, когда мы говорим про авантюрного человека, да, у Мгм. меня всегда, с одной стороны, как бы это палка о двух концах, да. С одной Мгм. стороны, авантюризм, с другой стороны, комплексы, да. И тогда я всегда мерю, как человек это далеко зайдет, куда его приведет его авантюризм /комплексы, да. И, Мгм. вот интересно, а вообще, публиковался где-нибудь, психологический портрет этих удивительных людей? Есть книги, конечно, очень много книг про Трампа, есть известные книги, про Маска. Я думаю, их переводили на русский язык тоже. Их психологический портрет. Но другое дело, что, психологи, в Штатах, они не дают, диагноза, не зная человека лично. То есть это, п если даже они дают диагноз, скажем, зная человека лично, это тайна, личная тайна, то есть это там privacy, да. Но мы знаем, что у Маска, есть некое неврологическое отступление, что делает его так же, как гением и авантюристом. И я это говорю не как диагноз, а то, что мы знаем, и не как что-то негативное, потому что у моего сына, например, тоже есть диагнозы, ничего в этом нет. Тут вопрос даже не конкретной личности. Тут вопрос, системы, которая сложилась на протяжении последних, 10 лет в США, где, ультрабогатые люди, Маск, Безос, Цукерберг, там, ну, еще различные миллиардеры,
они могут, так сильно сращиваться с властью. Мгм. И что вот предвещало такому сращиванию и такой большой, силе, миллиардеров, это мы сейчас должны как следует проанализировать в Штатах. Это может быть низкие налоги, это может быть дерегуляция, это, возможно, вообще структура рынка, то, что как они продают, монополия рынка в каких-то, частях, тот же самый, скажем, «Амазон», да, или, «Тесла» в Америке. И это более системные вопросы, которые, предстоит Америке решить, если Америка хочет, вернуться к системе конституционализма и опять вернуть свою систему сдержек и противовесов. Я почему задаю вопрос о Мгм. психотипе, чтобы, ну, Мгм. чтобы понимать, попытаться, прогнозировать, да, куда заведет, вот эти амбиции, да, этих людей. И в этом смысле, это же, очень важно, потому что долгое время считалось, что Штаты — это такой эпицентр, ценностный в том числе, да, помимо экономических, геополитических, моментов, это еще такой ценностный и такой, продвигатель демократии, да. Я понимаю, что сейчас уже это дурной тон говорить. Они, но тем не менее очень долго, там прав человека, судейской системы, там трех ветвей власти. И что бы ни происходило, да, все равно оглядывались на Штаты и Мгм. говорили: ну, в любом случае, там есть система, Мгм. там есть, сдержки и противовесы. Мгм. И сегодня мы видим, кажется, а может быть, не кажется, что это все рушится. Мгм. Вот если и с другой стороны, в этом смысле, мне кажется, что Штаты имели огромный потенциал вот авторитета, Мгм. да, и гуманитарного, и ценностного, и так далее. Рушащий щас в том числе и тот же USAID, Да. да. USAID — это даже не только организация, которая деньги давала и помогала. Мгм. На самом деле это был как термометр, она же как бы мерила температуру и М. все воспаления на Земле. Это еще огромное количество Мгм. аналитических институтов и вот, сдерживающие все риски, от климатических, как вы сказали, Да. до вирусов диких, До голода. до Мгм. голода. Это же все равно Мгм. выплеснется. То есть насколько это выгодно опрокидывать такую структуру? Ну, видимо, выгодно. Видимо, Видимо, выгодно. выгодно. Да. Так, значит, здесь очень много о чем можно поговорить. Здесь можно поговорить о том, на какой траектории Америка была в 90-е годы, Мгм. когда, распался Советский Союз и был однополярный мир. То есть ничего не предвещало, такому краху Америки, который мы видим сегодня. И существует много мнений, как мы вот оказались в этой ситуации сегодня. Я, расскажу, может быть, некоторые дискурсы, в которых я вращаюсь. Это то, что в Америке было 3 очень, серьезных, кризиса, отката. Это первое — это война в Ираке, Мгм. которая была построена на лжи, так скажем, или на неправильной, разведке, неточной разведке. Второе — это, финансовый кризис, который начался в Америке тоже в 2007-2008 году, и который повлиял на весь мир и сильно очень, подкосил экономический, рост Америки и дал возможность, скажем, Китаю, выбраться из, более второстепенного плана. И сейчас Китай вторая по значимости экономика в мире. И, возможно, тоже это приход Трампа, который, открыто откатывался, откатывал от демократических норм. Он нарушал очень много норм, которые нигде не записаны, но которые все равно которыми придерживались как республиканцы, так и демократы в Америке. Это одно. Второе, что еще важно, тут рассказать, это, демография в Америке, меняющаяся демография в Америке. Уже сейчас большинство новорожденных, детей не белой расы. Самая быстрорастущая раса в Америке, я всегда задаю вопрос своим студентам: кто вы думаете? Некоторые говорят латино, кто-то говорит азиаты. Но на самом деле самая быстрорастущая раса в Америке — это смешанная раса.
М. Да, смешанная раса, то есть, да, там, не знаю, азиаты и белые, черные азиаты, латино и так далее, да. То есть страна действительно, вот этот эксперимент, мультикультурный эксперимент Америки, он продолжает становиться еще более разноцветной и интересной. Скажем, Америка начиналась с эксперимента разных деноминаций христианства, да, с самого начала, когда были пилигримы. И поэтому мы так говорим, что это американский эксперимент. Как бы никто не правит, никто не теряет все, и никто не получает все. Как бы демократия сложилась таким образом. Но сейчас что происходит, это то, что через лет 20, 25 белое население будет в меньшинстве, меньше 50%. Хотя это будет самое большое меньшинство, но это будет меньшинство. И тут все-таки разрастаются расистские м, обиды, Мгм. настроение, тревога. И сейчас мы видим риторику того же самого вице-президента Джей Ди Вэнс, который говорит, что Америка — это не только ценности, но это еще и люди. Он не говорит, что это люди белые, он говорит люди. Мгм. Хотя он сам женат на женщине индийского происхождения, и дети у него тоже смешанная раса. Но в любом случае, сейчас такой сильный идет откат от демократии, мне кажется, ради того, чтобы сохранить белое расистское доминантность. От этого на этом же завязана иммиграционная политика, политика меритократии, то есть кто может продвигаться, кто может возглавлять правительством, политика образования, здравоохранения и так далее. То есть под этим всем, ну, под риторикой и действиями Трампа заметны серьезные российские настроения. И это одна из главных причин, почему его так Мгм. рейтинги были высоки. Это одна из причин. Мгм. Другая еще причина, и я думаю, что тут демократы очень сильно тоже облажались, простите, не могу найти другого слова, то, как они не обращали внимания на вот тревоги среди населения о том, насколько быстро идея прогрессивизма меняет общий дискурс. Например, скажем, политика о трансгендерах. Да, то, что транс-мужчины, транс-женщины или флюидность гендера. Для демократов это данность. Демократы приняли это как аксиому, то, что каждый имеет право и может самовыразиться, как считает нужным, да, но это слишком быстрое изменение дискурса. И для многих людей это не, это все равно что-то чуждое и вызывает тревогу, и вызывает непонимание. Общественное мнение и вообще институты должны меняться гораздо медленнее, чем то, что пытались продвинуть демократы. И вот Трамп предлагает обратный ход, да, всем этим прогрессивистским идеям. Он выступает так же, как и Путин, да, за традиционную семью: папа, мама, дети, скажем, да, за традиционные гендерные роли, за отказ от скажем, здравоохранения, да, даже, скажем, отказ от нанятия женщин в военные структуры, там, в пехоту, да, то, что демократы продвигали за последние 15 лет. И вот он это предлагает, поэтому тут не только расизм, тут также традиционные идеи, которые помогают некоторым почувствовать опять некую стабильность в себе, в окружающей среде, в своем комьюнити, для своих детей. И вот это отпор. Отпор тому, чего пытались достичь демократы. Тогда одной из поддержек Трампа мы Мгм. можем видеть, как бы тревога людей Мгм. за свою расу, за пол, за экономические моменты. Тут появляется Трамп и Маск.
да, такие консервативные папы, которые готовы отстаивать вот этот вот момент. Ну, тогда у меня, может быть, вопрос, не совсем, может быть, для вас. Мне кажется, это уже необратимо, или это все таки обратимо? Когда мы говорим про белые или не белые. Мгм. Мне кажется, что происходит такое смешение, Мгм. и это, ну, в общем-то, я не знаю, что будет развиваться, ну, как бы потепление, кризис быстрее или вот такие вот изменения. Ну, нужно сказать, что, а, такие вещи, как милитаризация, расизм, да, вот которые нам, казалось, прошли, давно, они возвращаются. И мы видим это в Европе. То есть такой легкий аналог Трампа, да, в разных категориях. Мгм. Мы видим однозначно такое в России, и поэтому там всегда крайние мигранты, и самые страшные люди — это тоже мигранты, да, насколько понимаю, мы понимаем. Ну, иногда, может быть, свои, не белые. Вот, ты не размышляла, как вообще будет меняться вот эти, категории вообще физически и отношение к ним, да? Мгм. Да. Да, это, конечно, большой очень вопрос. И, мы видим, это глобальная, конечно, тенденция, когда, вот как вы сами тоже заметили, когда, достаточно пожилые мужчины приходят к власти и пытаются навязать, авторитарное правление сверху вниз. Но чаще всего пожилые, иногда не такие уж пожилые, но, тенденция есть. И да, это, конечно, отпор, прогрессивистским идеям, тем очень быстрым изменениям в обществе, которые мы видели. Мы должны признать, это были очень быстрые изменения в западном обществе, там признание, скажем, однополых браков, да, или однополой семьи, да, родителей, детям. И для, скажем, половины общества это совершенная норма, а другая половина может сомневаться, и какая-то небольшая часть настроена совершенно против этого и готова голосовать за ультраконсервативные силы. Мы это видим по всему миру. А вопрос в том, действительно, такой вот раскол общества везде, да. Это, опять-таки, это не только проблема глобального Запада, это проблема глобального Юга тоже, такие расколы общества, популизм и либерализм, да, в обществе. По социальным, сейчас даже экономическим нормам, по экономическим нормам, это, скажем, глобализация, там, установление тарифов, национализация ресурсов, тем, чем сейчас занимается Трамп, да. Мы это видим в других странах тоже. И, новая ли это норма, то, что такое сильное разделение идет, или, это период, перетрубация, трансформация, когда, я не знаю, когда из червяка не из червяка, из гусеницы превращается бабочка, и мы увидим какой-то другой мир через, какое-то время, через несколько лет или 10 лет. И здесь тогда такой Мгм. вопрос: увидим ли мы что-то новое, или это все таки цикличность? Мы уже об этом говорили, о том, Мгм. что на самом деле мы видим, когда рождается не однополярный мир, да, Мгм. а вот многополярный Да. мир. И когда происходит этот вот многополярный мир, рано или поздно происходит этот клэш, Мгм. да, и происходит перетрубация. И тогда мы, видим, когда целые группы, партии, сообщества, государства, м, теряются или нет. И мы приводили пример, если мы, отталкиваемся от, опыта этой территории, мы, приводили пример, это вот, ну, ровно 100 лет назад, да, там Мгм. 20-е годы, да. Мгм. Эти войны, эти антанты, эти полюсы, они столкнулись. На Мгм. этом фоне были, разные государства, сообщества, люди. Центральная Азия, где была, ну, условно, Алаш-Орда, джадидизм, разные, Мгм. большие интересные группы, которые стремились к собственным государственным образованиям, они просто вот были похоронены в этой всей. Мгм. И да, у нас появились эти государства, но, что будет после вот такого многополярного мира? Потому что на самом деле мы видим, а, в России, там происходят какие-то свои катаклизмы, свои, авантюризмы, да, и при этом она якобы усиляется, при этом очень сильно сдаёт, да, экономически. Как Мгм. мы это видим? Ну, у нас в Кыргызстане мы это очень четко видим, когда ее замещает Китай.
Да, Мгм. да. Мы видим сейчас такую турбулентность, в Америке, Мгм. и неизвестно, чем она закончится. Мгм. Амбиции огромные, может быть, они покроют, весь мир, никто не знает. Но, очевидно, Китай сегодня вот такой вот, слон, да. То есть М. и с другой стороны, мы видим конфликты уже вооруженные Мгм. или вот горящие такие конфликты. Мгм. Ам, Веришь ли ты в эту, некую цикличность? Мгм. Или правда действительно, что мир или государство было таким устойчивым, он должен быть однополярным? Мгм. Потому что как только появляется вот эта многополярность, Мгм. люди не могут Да, договориться. да. Люди не могут договориться по базовым вещам. А тут появляется еще такой Мгм. фактор, как цвет кожи. Ну да, да. Ну да, но фактор цвета кожи был, думаю, очень давно. Он по-разному выражался. То есть те же самые колониальные захваты, там цвет кожи очень большую роль играл в отчуждении местного населения, которого захватывали колонизаторы. Но вопрос о многополярности. Как бы мы не любили Америку при всей ее недостаточности, может быть, иногда двухсмыслию. Однополярный мир, и мы говорим о очень коротком периоде, 90-е годы, а может быть, там начало 2000-х годов, когда был однополярный мир. Все равно это был а, более стабильный и предсказуемый мир. Да, были войны, которые Америка начинала, с которыми не соглашался, весь мир или большая часть, мира или регионы различные, страны, были войны. Но, тем не менее, это более стабильная ситуация глобальная, когда есть один полицейский. Что происходит в многополярности? Мы видели, что последний раз многополярность была, перед, Второй мировой войной и перед Первой мировой войной, когда небольшие территориальные захваты или там, скажем, не знаю, заказные убийства могли перерасти сначала в национальные конфликты, потом, в региональные и дальше затягивать все больше и больше стран и сил. И, сейчас, ну, реально существует большая, ам, проблема в том, что мир становится все менее и менее предсказуем, потому что, разные страны действуют без ограничений, без каких-либо последствий, скажем, тот же Израиль или Россия, ну и Америка в том числе, да. И они могут, действовать более агрессивно, ради там собственных национальных или политических, интересов конкретного режима, и никто их не сможет сдержать. Никакие санкции, никакие, знаете, кулаки, не знаю, предупреждения, ничего их не сможет сдержать. Но это очень страшно на самом деле. Не хочу, конечно, быть, пессимисткой, но вероятность больших конфликтов сейчас гораздо больше, чем либо за последние 70-80 лет. Ну, вот, наверное, смешно, Мгм. на этом фоне говорить о таких вещах. Во всяком случае, это были сдерживатели, да, международное право или там ООНовские структуры. Судя по тому, вот как на днях все выходят из разных, подразделений, они рассыпаются. Мы видим, что и институции, до этого Мгм. сдерживающие, ну, как минимум войны, да, эта же структура была после Второй мировой войны именно призвана, сдерживать, чтобы не повторилось, да. Мгм. И второй момент — международное право, оно становится таким условным. То есть на самом деле зыбким становится все, да, плюс, климатические, чудеса, которые очевидны уже происходят. Мгм. Давай попробуем вернуться в Кыргызстан, да. Мы когда говорим, что когда происходит, многополярный мир, происходит вот эта вот турбулентность во всем, то там о маленьких государствах и ну гордых государствах никто Мгм. не говорит, Мгм. да. Ам, Мгм. как мы, даже недельной давности изменения в Штатах, они Мгм. тут, как такие изменения, да. И, здесь, с одной стороны, я говорю, опять же, тот же ЮСАИД — это такая структура, которую снесли, но она была довольно Мгм. устойчивой. Но Мгм. с ней произошел рейдерский захват. Ага.
Река, знаешь, как у нас реагируют в Кыргызстане на такие события? Мгм. Нам казалось, только у нас такое происходит, да? Там кустуризация и все такое Ага, прочее. ага. Манасага. Манасага, Да, да. да, да, да. Вот Мгм. родной как бы сценарий, Мгм. те же амбиции, амбициозные мужчины, и происходит это, ну, как бы наш а, Мгм. такой бойцовый дух "Аллах хочу" расширился теперь гораздо шире. Мгм. Очень сложно сейчас прогнозировать, Да. да, но мне кажется, очень сложно. Мгм. Давай не будем, Мгм. да, в Мгм. принципе. Давай понаблюдаем. С другой стороны, мне кажется, это еще тест на всегда же, были большие ожидания, с одной стороны, от судебной системы Америки, а с другой стороны, на общество. Мгм. Как, отреагирует общество? Вот буквально несколько часов назад мы видели, люди вышли на Мгм. площади, да. Мгм. Теперь посмотрим, как будет судебная система. Но мы в Кыргызстане, далеко мы будем за этим наблюдать, Мгм. да. Мгм. Хотя странно, что в этот раз во всех этих моделях мы были первыми. И нам казалось, что это ужасно, Мгм. и это только у нас. На самом деле это норма, и Мгм. мы с этим живем. Вот если, ты не возражаешь, изначально мы договорились, что я могу задавать тебе меня, с одной стороны, поражает твоя открытость, и с другой стороны, это тоже, в общем-то, важно и, в общем-то, мужественно. Эрика, ты приехала в Кыргызстан, потому что буквально на несколько дней, потому что у тебя вот такая важная личная причина, чтобы похоронить папу. Мгм. А, и ты ходишь еще, ты об этом уже заявила, что это будут не просто, такое прощание и похороны, Мгм. что это вот такой, ритуал кремации. Мгм. Это очень важный момент, потому что об Мгм. этом очень многие говорят, шепчутся, об этом Шепчется. очень много хотят, особенно после ковида. У нас после ковида были жуткие, такие, примеры, когда, людей не успевали отдавать в Мгм. морги, да, путали, тела, Мгм. не успевали, хоронить их, негде было хоронить. У меня есть собственный опыт, захоронения близкого человека. После того, как я была на погребении, я больше туда никогда не хожу. Потому М. что я поняла, что это, бизнес, б, Мгм. что там этой территории уже нет, что там, эти все, погребения идут слоями, никакой системы там нет. Мгм. Более того, там в 3 метрах от этого погребения находится жилой комплекс, Мгм. новостройка, где играли дети, куда идут стоки и так далее. Я тогда Мгм. очень хорошо поняла. Ритуальность — это одно, а реальное погребение — это Мгм. другое. Мгм. И тогда в ковид очень многие заговорили о крематориях. Мгм. И вообще, ну, как бы есть такой спрос, очевидно, на крематориях, но, насколько мы узнавали, во всей Центральной Азии крематория нет. Нет. Самый Если близкий. Да. если ты можешь, поделись, пожалуйста. Хорошо. Да, спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что действительно я здесь, по очень, трагичной причине. Скоропостижно и совершенно неожиданно скончался мой папа, мой любимый папа, которого нам будет очень не хватать. И, одним из его желаний, которое он рассказывал, не думая о том, что он, скоро уйдет, он делился со своими самыми близкими. Это то, что он хочет, чтобы его кремировали, и у него было видение того, чтобы его прах, предали земле у могилы его отца, которого он потерял в очень малом возрасте, и он хотел быть рядом со своим папой. Для нас его последнее желание было святым, потому что, опять-таки, он делился не с одним, а с несколькими людьми об этом. У него было, опять-таки, четкое представление. И мы решили, с моим братом и с нашими самыми близкими родственниками исполнить это желание. Крематория в Кыргызстане или нигде в Центральной Азии нет, но есть услуга по использованию крематория в Новосибирске. Это самый близкий крематорий. Есть еще в Урумчи, но туда сложнее гораздо оформлять документы. У нас была тревога с братишкой, что поскольку сейчас
в Россию приходит очень много тел с фронта, что, возможно, там будет или неэтично, или с нарушением, или неаккуратно весь процесс проходить, и это так далеко, что, как же мы можем, довериться этому? Мы нашли очень надежного, доброго человека, который решился полететь туда и проследить за процессом. И, мы поняли, для себя, и нам стало очень, от этого спокойно на душе, что в Новосибирске крематорий на самом деле организован на очень высоком уровне. Там, процедуры проходят церемониально, аккуратно, в чистоте, с уважением к телу и, с большой, надежной, знаете, администратурой, администрацией. И мы прослеживали каждый этап этого процесса, то есть доставка тела, в Новосибирск, процесс кремации и, сейчас, значит, путь, праха домой. И, мы на самом деле с семьей нам намного спокойнее от того, что мы исполним желание нашего папы. Я, когда были похороны, очень многие родственники, друзья наши семейные тихо высказывали желание, что они бы тоже хотели воспользоваться такой услугой после смерти. И у разных, людей было разное представление того, что они сделают со своим прахом. Например, одна моя, тётя сказала, что она хочет, чтобы ее сын взял ее прах и путешествовал по тем странам, где она не была, и хотя бы чтобы ее прах там был. То есть очень такая романтизация, собственного, ам, Тлена. тлена. Да, спасибо. Мгм. После того, как наша жизнь на Земле заканчивается, физическая жизнь на Земле. И, поскольку у меня уже был опыт, кремации одного из моих близких людей, для меня вообще сам прах, это такой же человек или нет в этом ничего грязного или не святого, или еще чего-то. Наоборот, это очень ценная память, о человеке, и она для того, чтобы память и, уважение к этому человеку продолжало жить, и мы могли посмертно исполнить их видение о том, где они хотят быть. Кто-то хочет быть в горах, кто-то хочет быть, в реке, кто-то хочет быть в земле и питать цветы. И, знаете, мне кажется, это очень красиво, это очень замечательно. Это очень замечательно. Мгм. Я очень разделяю все это, и Мгм. я вам очень благодарна. Мгм. Я думаю, что ваш папа, Мгм. наверное, горд, его дети исполнили, такой важный обряд, который у нас практически невозможен. Мгм. Знаю людей, которые уже ушли, которые очень хотели, Мгм. чтобы они были кремированы, но это невозможно. Это невозможно физически, потому что нет такой услуги. Это Да, невозможно, потому что, семья и общество да. не, примет и поймет, Мгм. и отторгает. При этом я вижу такое лицемерие. Вот, если мы говорим про отношение к тлену, Да. отношение к тому, что происходит, и такую ритуализацию, которая расширяется. Здесь такая дилемма между вот этим социальным, Мгм. плотным общественным мнением и, Мгм. и пожеланием близкого человека, в данном Мгм. случае отца. Мгм. И у вас это получилось, и вы нашли эту возможность. И даже то, что вы об этом здесь говорите, мне кажется, Мгм. это тоже очень, мужественно и честно. Мгм. Да. Вы знаете, мне кажется, из всей этой истории у человека должен быть выбор. Кто-то хочет быть захоронен по-мусульмански, кто-то хочет, чтобы, был захоронен по другой религии, кто-то хочет, чтобы остался от них прах или был захоронен, в определенном, пространстве. И когда есть такой выбор, мне кажется, есть свобода, ощущается свобода, есть какая-то, я не знаю, есть какое-то более, знаете, лучшее представление и понимание о том, что с тобой будет. Мгм. Но даже
Мне кажется, что даже если ты соглашаешься со всем, допустим, тем большинством ритуальным, которые есть в этой стране, ты не имеешь этого выбора. Мгм. Я тогда скажу прямым, как бы, я когда езжу на могилу мамы, Мгм. мы читаем Куран, Мгм. она находится у, у подножия гор, Мгм. там ветерок. Да. Я Мгм. нахожусь, и я разговариваю с мамой и думаю о том, что ей комфортно, Мгм. ее духу, тлену. Да. Там такое сообщество, которое смотрит. Но, с другой стороны, первый кейс, о котором я говорила, это случай с моим папой. М. Да, это вот наше городское кладбище. И там нет никакой этики, правил Мгм. сохранения тлена. Мгм. Я боюсь туда ходить, и я не была после похорон. Я читаю, М. мы читаем молитву, мы поминаем его, ну, крыльча, там, по М. мусульманским обычаям. Но я боюсь ходить, потому что я понимаю, что там на самом деле месиво. М. Да, и там прям вот рядом, вот этот жилой комплекс. И это нечестно М. ритуализировать, сакрализировать Мгм. весь этот процесс, если сам тлен не уважен. Да. И в этом смысле это Мгм. есть еще второй момент. Да, у нас сейчас государство в большей степени мусульманское, 90% и так далее. Мгм. Да, но когда-то здесь было все таки поклонение природе, Мгм. да, и все горело, все сжигалось. Мгм. И, может быть, не так ритуализованно, Мгм. и мы знаем разные практики, и наши археологи об этом говорят. Ам, в данном случае это вот, пожелание человека, Мгм. когда он уходит, Мгм. и если у него есть люди, которые его ценят, Мгм. сделать этот последний акт Мгм. так, как он этого хочет, мне кажется, это святое. Мгм. Да, мне кажется, во всех, культурах есть вот этот момент. Мгм. Вот. Рика, еще хочу сказать такой момент, что я про тебя узнала на одной конференции, как раз-таки в Иране. Я была на М. конференции в Иране, и мне сказали, вот из Кыргызстана еще заявлена одна девушка, тоже политолог, М. и вот она вот уже почти должна была прислать статью, ее зовут Эрика Марат. М. Я так еще удивилась, потому Мгм. что я тебя не знала, но я была горда, Мгм. что мы были представлены на такой большой международной конференции. Вот, потом мы познакомились, Мгм. и я знаю, что ты из очень интересной семьи, да, Мгм. из семьи Табышалиевых. Мгм. Вчера поделилась в одном кругу, и они: Табышалиев, Мгм. очень многие ее знают, да. С другой стороны, Джафар Шукуров. Мгм. Это тоже очень важная глава и тоже исследователь. И я о нем узнала от Эмиль Джапаровича Шукурова. Вот, я так понимаю, сына, Мгм. да. Это вот, такие столпы, это такие исследователи в Мгм. Кыргызстане. Роль одного, она как бы зафиксирована в истории, Мгм. а роль другого, она почти стерта, Мгм. да. Если ты Мгм. позволишь, Мгм. я почему об этом, Мгм. стала узнавать? Эмиль Джапарович как раз таки рассказывал, как развивался кыргызский язык, кыргызская Мгм. культура. Мгм. Да, мы знаем очень много фамилий, они не кыргызские, да, Мгм. но мы знаем кыргызские фамилии исследователей, которые были репрессированы, Мгм. да. И Мгм. вот как раз таки Джапар Шукуров, вот он из той группы, Мгм. которая была, которая активно занималась этим Мгм. исследованием, которая Мгм. делала огромную полевую работу. Мгм. А потом, часть из этой группы была репрессирована, а часть Да. умолчана. Да, Мгм. вот. То М. есть ты, получается, исследователь по наследству, ну, по Да, призванию, да, по наследству. да, вы знаете, вот вы, когда говорят, да, Джапар, Шукуров или Салмарбек Табышалиев, это мой дедушка, или с папиной стороны Турдыходжо Искаков. Ам, да, все, предки, они, я осознаю их, роль, в Кыргызстане, в обществе, осознаю, то, как они пытались, а, с одной стороны, строить советскую власть, но с другой стороны, сохранить аутентичность, кыргызской культуры или калмыцкой культуры, или калмыков, это что касается Турдо-Ходжи. Я это все понимаю, но сейчас я до сих пор их представляю, особенно, Салмабека Табашалиева, как, родного человека, как, члена семьи, а не, с точки зрения академика.
и как через, знаете, мы с ним были очень близкими, как через свою любовь, открытость, знаете, через наши разговоры, мы проводили очень-очень хорошее время вместе. Да. Мгм. Рика, как ты думаешь, вот Мгм. наши деды, наши бабушки, Мгм. наши отцы, мы с тобой две палеонтологини. Ну, я Да, бывшая, да? да, 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 мы с тобой две да. исследовательницы, да? Мгм. Так или иначе, мы были конкурентны, мы прошли большую школу, Мгм. у нас есть какие-то достижения, упорство. Иногда, когда я преодолевала какие-то такие вещи, я всегда думала: "Боже мой", я обращалась мыслями к родителям, да, Мгм. очень часто. Мгм. Мне кажется, что иногда, ну, что они нам очень много дают, Мгм. что че чем ты старше становишься, тем больше в себе, открываешь, какие-то их, да. Мгм. Вот у тебя, были такие моменты? Ты вообще обращалась Мгм. как ты это воспринимаешь? Знаете, я до последнего времени, до того, как родился мой собственный сын, я думала, что воспитание — это все. Гены, они, конечно, гены, но через воспитание становится личность. И я пыталась быть очень хорошей мамой, пытаюсь воспитывать своего ребенка, но я вижу, что гены прут. Некоторые повадки, некоторые, я не знаю, привычки, там, или поведение очень напоминает, там, его папы или, там, моего папы. Ну, в общем, знаете, просвечивается, да, как бы мы ни пытались, построить другие схемы родительства. И, мне кажется, что от наших предков, по крайней мере, в моем случае, что я смогла перенять, это, мне кажется, знаете, ну, интерес к науке, естественно, интерес к науке, к образованию и открытость мышления, критическое мышление, которое невозможно без, полнейшей внутренней свободы или, может быть, внешней свободы. Внешняя свобода тоже очень важна, да. Мгм. Где, да, с одной стороны, конечно, им приходилось, самоцензурироваться при советской власти, но с другой стороны, я помню из общения с дедушкой, с маминой стороны всегда все равно проскальзывала, критика, скепсис, о советской власти, поскольку это было возможно, да. Со стороны папы мы вот недавно тоже думали об этом, какой он был, очень честный, прямолинейный человек, крайне честный человек. Он никогда не врал, не придумывал. И, мне кажется, что вот, эти черты, ну, может быть, гены, может быть, воспитание, может, что они все равно передаются, я их очень ценю. Конечно, я сейчас умалчиваю о некоторых негативных качествах, Все мы люди. но да, все мы люди, да, все мы несовершенные. Но, да, я это очень ценю в своих предках. Твой Мгм. папа был один из сильнейших энергетиков, Да, у да. которого было базовое Мгм, образование, мгм, практика. мгм. Ну, хорошо, что для тебя другой папа? Что для тебя Кыргызстан? Или Что мама? что для меня Кыргызстан? Что для меня Кыргызстан? Кыргызстан для меня прежде всего это Бишкек, потому что я здесь провела свои важные юношеские годы, ходила в школу и в университет. И я, когда приземляюсь в Бишкек, я себя чувствую очень-очень, комфортно. Я знаю, куда надо идти, как разговаривать, с кем разговаривать, на какой транспорт садиться, куда ехать и так далее. Другое дело, что сейчас столько много всяких приворотов, я не знаю, там аппликаций разных, которым нужно учиться, чтобы передвигаться по городу. Но я очень-очень люблю Бишкек, очень люблю Бишкек. И, пока я ехала сейчас, на подкаст, наслаждалась видом гор, такие небольшие, снежные. Да, ну да, для меня Кыргызстан — это такая некая гавань, куда можно всегда вернуться и всегда, я не знаю, прийти в себя, пообщаться с родственниками, с большим-большим кругом родственников, со старыми друзьями. Ты знаешь, мы недавно делали исследование Мгм, про кыргызский язык, да, и мгм, мы, удивительно, были люди, которые работали в разных редакциях, и мгм, они сказали,
рассказывали о том, что я потом услышала на другой конференции другой постсоветской страны, и там тоже об этом. Это было такое открытие. В конце 80-х во многих редакциях изъяли такие слова, как Мгм. атамикен, Мгм. арнамыс, юбиле, Мгм. семья и так далее, да. Мгм. Ну, они заменялись на такие общие интернациональные, там, родина, семья, ячейка и так далее, да. Мгм. Вначале было трудно в это поверить, но потом мы вспомнили, что когда в 90-е годы появились первые партии и появились вот такие названия Мгм. партий, мы такие: "А Мгм. что такие?" Да, Ну вот ты мы хотели, мы были очень удивлены. И в этом смысле, когда ты говоришь, про родину, почему мы говорили про пап, потом про родину, Мгм. это все таки атамекен, Мгм. да? Мгм. У меня это слово вначале ассоциировалось только с партией. Текибаевым. Да, да, да. То есть вот на самом деле партии Мгм. разбирают самые сакральные смыслы. И в Мгм. этом есть, их можно понять, но в этом есть, некоторая, Мгм. они стерилизуют, мне кажется, они опустошают, они Мгм. затаскивают эти важные смыслы. Ну, например, как смысл "Акчол", да, затаскали сильно в одно время. Вот, Но сейчас да. возвращается этот смысл, Да, это очень да-да. Но хорошо. вот все равно, видишь, мы с тобой Мгм. про Атамекин говорим, уже Да. не задумываясь про Тикибаев. Ну да, Да, я согласна. Акджол — это вот правда, ну, ты М. автоматически говоришь как человек, который выезжает в какую-то дорогу. Мгм. Мгм. Вот. Ну, Эрик, я хотела с тобой еще про политологию немного Мгм. поговорить. Но ты понимаешь, политологи исчезли в Кыргызстане и во Мгм. многих других странах по понятным причинам, да. Мгм. Я вот тоже поэтому бывший политолог, и мы можем договориться до каких-то очевидных уже тем, почему они вдруг поисчезали, как комментаторы, политические Мгм. деятели. Но нам сегодня повезло в этом смысле, потому что, ты нам рассказала про ситуацию, особенно связанную с тем, что происходит в Штатах. Мгм. Мне кажется, что уже у нас очень часто говорят про то, что происходит в России, но мне кажется, это уже очевидно. М. Так, об этом говорить не стоит. Но вот в этой конфигурации, всех изменений, Мгм. где есть амбиции, власть и все такое прочее, с другой стороны, мне кажется, наша задача в семье — перевернуть эту конфигурацию просто даже из видения, а сверху оставить человеков. Мгм. Просто это просто человеки со своей М. памятью, Ага. и они должны быть. Мгм. И, если мы предсказываем вот эти вот изменения Мгм. многополярного мира, вот в эти изменения проваливаются же не только целые сегменты населения, Мгм. людей, государств, но и память. Мгм. Мне кажется, вот в такие времена, Мгм. что-то провалилось, в том числе и с нашей Мгм. памятью. Вот. Это мы, когда мы говорим про памятью, но Мгм. память — это всегда назад, Мгм. да? На конференции ты сказала про воображение, что нас в этом мире и вообще может спасти воображение. Мгм. Мне показалось, что ты не совсем раскрыла свою Да, мысль. Вот, компенсируй, пожалуйста, этот момент. компенсирую. Прошу прощения, компенсирую. Потому что, да, иногда я на русском выступаю очень коряво. Я прошу прощения. Вообще ни на каком языке сейчас не могу, прямо высказываться. Какой-то в голове каша. Но в любом случае, да, ну, во-первых, я хочу сказать, что СНД — это такой важный проект. Настолько я вот сейчас пишу небольшую книгу, я вам сказала, да, про деколониальные дискурсы и практики в Центральной Азии. СНД у меня буквально на каждой странице отражается. Вот СНД то делает, СНД об этом говорит, в такие-то раскрыл темы, то-то начал, это начал. То есть вы просто до того, как все были готовы к этой дискуссии и к практикам, у вас уже было представление о том, как это нужно делать, почему это нужно делать. И вы делаете, я не знаю, вы просто такую важную работу исполняете для общества в Кыргызстане, Центральной Азии и для других постколониальных обществ в мире. Ну, значит, на конференции СМД я рассказывала про важность воображения в деколониальных практиках. И я говорила про воображение с точки зрения, что колониализм, он подразумевает собой репрессирование памяти. То есть колониализм стирает память, стирает доказательства, на которых можно потом строить память опять. И
как бы колониализм на том и построен, чтобы, стереть человеку разум, да, и, мышление, память и так далее. Ну, манкуртство, да, как, если ёмко сказать. И не имея артефакты, доказательства, материалы, архивы, там, не знаю, истории, фотографии людей, которые пережили колониальный строй. Мы должны каким-то образом все равно выстраивать память, и очень часто эти пробелы заполняются воображением, хотим мы этого или нет. И воображение, когда мы пытаемся соединить, разные точки, да, разные, скажем, артефакты, истории вместе, воображение, оно может быть более сознательным, более активным. И мы можем, а, тем самым через воображение сместить этот колониальный, нарратив, колониальный а, постройки какие-то через, воображение аутентичных самих себя. И воображение, оно настолько же важно, как и академический, научный подход. То есть там работа с документами, устные истории. Это должно сопровождаться. Это все идет в связке, хотим мы этого или нет. Это даже намного важнее иногда бывает, такое, знаете, активное воображение, прошлого, да, когда у нас нет, конкретных артефактов. Я приведу пример. Например, моя, близкая подруга Ботакөз Касымбекова как-то меня попросила написать небольшое эссе про одного из моих дедушек, основываясь на его фотографии. Но сначала я думала: "Ну, что я могу написать по этой фотографии?" Ну, вот я вижу, он сидит там, что-то подписывает, да. Она меня, подтолкнула на то, чтобы я подумала: а что он чувствует? Что вокруг него происходит? Почему он этим занят сейчас? Что он исполняет? А что было до того, как он подписывает, эти важные бумаги? Что произошло с ним потом? И, знаете, задавать вопросы таким путем Сократа, глубже и глубже удаляться. Опять-таки, у меня нету конкретных доказательств. Я не могу залезть, в ум моего дедушки больше уже. Я только могу пытаться на основе уже имеющейся информации, доказательств, интуиции вообразить, что там происходит. И есть такое понятие, скажем, в деколониальных, учениях — это ощутимые неизвестные. То есть мы ощущаем что-то, что мы не знаем, Мгм. и мы воображаем. И пример, который я попыталась привести на конференции, тоже для меня это такой очень важный, пример воображения. Это когда афроамериканское население в Америке воображает себе целые цивилизации. Но это уже больше граничит с фантастикой, конечно, но это я хочу показать, вот направление куда идет. Целые цивилизации, ам, африканцев на дне Атлантического океана. То есть люди, которых выбрасывали во время, арабской торговли, африканцев, которых перевозили в Северную Америку, больных, беременных, стариков, сбрасывали за борт океана. И, в афрофутуризме в Америке есть такое представление, что эти все люди выжили, они построили там свою собственную вселенную. И это, знаете, и это, да, с одной стороны, это, смещение колониальных построек, с другой стороны, это, может, излечение себя от, того насилия, осознание насилия, Травмы. травмы, да, которое было предпринято против, тебя и твоих близких. И это, значит, воображение, как бы построение памяти, да. Это может быть строиться на чем угодно, на ткани, которая досталась от, бабушки, да, на фотографии, на, может быть, какой-то посуде, на вышивке и так далее. Что было за этим, да, почему, это выглядит так, какая история, у этого артефакта. И воображение также оно важно, для будущего, потому что, конечно, у нас хотим мы этого, не хотим, но мы живем всё равно
государственных границах, которые были навязаны нам колониальным строем. То есть Центральная Азия поделена на 5 государств с колониальным строем. А что мы можем себе вообразить как Центральная Азия? Кто мы такие, как Центральная Азия? А что мы можем себе представить, вот вообразить, imagine, да, вот на английском слово, представить себе о наших связях с Северной Азией? Потому что чем больше я изучаю Северную Азию, народы Северной Азии, тем больше я понимаю, насколько мы близки, насколько наши культуры идентичны, схожи, языки очень похожи. И, но поскольку были такие разделения колониальные, административные, мы между собой не общались. И нам нужно вообразить, кто мы можем быть в будущем. Должны ли мы быть этими 5 государствами плюс там Северная Азия? Может быть, нам нужно представить какие-то другие надстройки над этой государственностью, а может быть, совсем другие границы. И это воображение, оно происходит, это как бы мы не первыми будем этим заниматься. Есть, конечно, такой, знаете, панафриканизм, да, когда африканцы себя считают африканцами вместе, они вместе, несмотря на эти странные разделения границ, которые не несут в себе смысла для местного населения, они были больше выгодны колонизаторам. Панафриканизм, паназиатские есть идеи, есть латиноамериканские идеи о том, что мы все разделили единую историю, мы идентичны, и на этом, знаете, это идет какое-то строение уже другой идентичности, которая уникальна сама по себе. И она не зажизнена только на каких-то этнических, национальных идеях, а она идет против колониального разделения, которое когда-то произошло. Мгм. Здорово, Мгм. и это очень много объясняет. Во-первых, это объясняет, когда я хочу привести другую параллель. Вот это очень откликается с Франклом, который объясняет, про, человека в концлагере, да. Это тоже Мгм. своего рода Мгм. колонизация. Мгм. И он говорит, что у человека могут забрать волю, у Мгм. человека могут забрать жизнь, у человека могут забрать все. Единственное может быть, и общество тоже, да, Мгм. чего у него не могут забрать — это воображение, Мгм. да. Да. И он описывает, как, выживают люди, которых в своем воображении, что-то живет, Мгм. недописанная книга, любимая женщина, долг перед родителями или Мгм. что-то. И вот это воображение, Мгм. которое подпитывается, оно дает возможность Мгм. выжить, Мгм. да. Кажется, что вот, то, что вы сейчас описываете, это, а, а, тоже очень важный момент для обществ. Да. Мгм. И здесь, вы сказали про Центральную Азию. Мне кажется, это очень важно — выживать и Мгм. солидаризироваться с Да. центральноазиатским государством. Я не знаю, здесь очень важны вот различные дискуссии, Мгм. конференции и на уровне элит, и на уровне всего. Мгм. Ну, вот есть, конечно, я говорила о том, что когда мы описываем будущее, мы описываем один период, там, 20-е годы, да, но вот Мгм. узбеки описывают его и легитимизируют свое государство в основном на джадидизме, да. Мгм. Джадидизм у них вот все. Да, у казахов это Алашурда. Да. Ала-Шурда, да, у нас это 137 Да. отцов-основателей. И, в принципе, это тоже очень важно, это Да. важная память, но она сегментирована, потому что все эти 3 сегмента, по сути, были везде, Мгм. да. И это вот могло бы объединять нас всех. И, пусть это останется призывом, Да. да, что мы находимся в таком сложном, Да. неоднополярном мире, Мгм. где очевидно столько рисков, Мгм. и когда нужно иметь что-то общее. И это не Мгм. только сады, огороды, ГЭСы и водохранилища, это, безусловно, само собой разумеется, Мгм. но вот это в общее воображаемое, Мгм. собственно, это общее воображаемое создало Совет Европы, насколько я у Умберто М. Эко помню, да? М. Оно, по-моему, так и рисовалось. Давайте, Эрика, на этой, Мгм. оптимистической ноте Да. закончим, да, потому Да. что политологам на этой оптимистической ноте вообще трудно что-то заканчивать. Да. Я хочу, подарить вам это вот мои, коллеги, Да. из СМД сделали такие, М. наклейки. Да. Очень Ну красиво. Очень да, красиво.
Это не Спасибо тяжело, вы большое. сможете забрать это с собой. Спасибо большое. Тут столько А, смыслов разных, да. столько смыслов. И вам огромное спасибо, по уровню, искренности, Мгм. мужественности и вот все таки такой глубокой проработки, того, что происходит у нас. Мне кажется, можно еще поискать вам конкурента. А, И очень непросто это. глубокой проработки то, что происходит в Кыргызстане, я благодарна прежде всего вам, потому что я, подпитываюсь у вас. Спасибо. Мгм. Всё, надо заканчивать, а то щас будем слишком много Можем еще говорить говорить-то. долго-долго. Да, спасибо большое, Спасибо. Эрика. Мы прям такие контрасты, и вот Мгм. так, вот так, вот так. Но мне кажется, это важно. Да.